Сегодняшний день действительно интересен. Не знаю, насколько он добрый, но он интересен снова новостями из Минска. Александр Григорьевич Лукашенко, президент Беларуси, встретился с украинским политиком Виктором Медведчуком. Тем самым Медведчуком, который является кумом Путина, который продвигает в Украине российскую повестку, пророссийскую повестку, российские тезисы, который выкупил несколько телеканалов, по крайней мере, как сообщает украинская пресса, и который напрямую собирается принимать участие в выборах. Официальное сообщение пресс-службы президента Беларуси, которое подает информационное агентство Белты, которое уже растиражировали в том числе и украинские и российские средства массовой информации, оно специфическое, оно не позволяет судить о том, что в реальности произошло. То есть там есть две цитаты Лукашенко. Первая о том, что конфликт в Украине, именно так это подалось, необходимо прекращать, причем Лукашенко назвал конфликт недоразумением. А вторая цитата, она более интересна. Я ее приведу. Вы владеете информацией и о политике, это внутриполитическая кухня, которая сейчас разворачивается. С точки зрения нашего дальнейшего поведения в Беларуси, нам очень важна ваша информация. Вы должны меня как-то сориентировать в этой ситуации. Вторая цитата, она несет чуть больше смысла, и она чуть более интересна, чем первая, поскольку она раскрывает, возможно, частично истинную мотивацию Александра Лукашенко. Зачем ему встреча с Медведчуком и что на этой встрече могло обсуждаться. Итак, давайте порассуждаем вместе. Порассуждаем о возможных трех причинах и трех темах встречи Медведчука и Лукашенко. Первое. Медведчук де-факто является близким к Путину политиком, он продвигает российскую повестку в украинском политическом поле, и поэтому он, естественно, интересен для Лукашенко, и интересен как раз-таки его взгляд на выход и алгоритмы выхода по урегулированию конфликта, точнее на те алгоритмы, которые Россия попытается реализовать. Почему это важно? Но, естественно, не из гуманитарных соображений, естественно, не из-за того, что там, Лукашенко душа болит о том, как в Украине идет война, нет, отнюдь. На фоне обострения отношений между Белоруссией и Россией, на фоне, в принципе, всего хода украинского конфликта, в Беларуси, в Минске прекрасно понимают, что следом за решением так называемого украинского вопроса, если брать терминологию Кремля, следующий вопрос, который поставят для решения, это будет белорусский. Поэтому формат, на каких условиях и в каком варианте Россия будет выходить из украинско-российской войны либо из украинско-российского конфликта и когда, он чрезвычайно важен. Потому что если Россия выходит на слабых условиях, если Россия будет соглашаться на определенные условия Запада и сдавать свои позиции, по крайней мере, как это может показаться российскому обывателю, Российской Федерации будет необходим компенсатор в виде внешней политической победы. Таким наиболее реальным компенсатором может стать принуждение Беларуси к более тесной интеграции, хотя бы экономической. Лукашенко это понимает, для него это опасность. Второе. Если Россия выходит в результате и парламентских президентских выборов, и дальнейшая реализация своих планов, Россия выходит каким-то, назовем так, резким победителем, то есть резко сдает свои позиции Украина, то в таком случае, тем более, что Россия остается ресурсом, если Запад это проглатывает, то также появляется опасность для Республики Беларусь, потому что, естественно, что на фоне, назовем так, очередного победобесия Россия может попытаться решить снова-таки белорусский вопрос. И, наконец-таки, третий вариант, это когда Россия идет на определенные уступки, либо же, при этом оставаясь под давлением Запада, Украина идет на какие-то свои компромиссы, и конфликт, он переходит в состояние продолжающегося бадания, причем этот конфликт, он продолжает находиться в острой дипломатической фазе, то это значит, что к нему привлечено внимание международного сообщества, оно находится в повестке дня на международном уровне. Такой вариант для Лукашенко более приемлем, потому что он все-таки оставляет чуть больше вариантов для попыток проскользнуть между каплями дождя и попытка маневрирования белорусского режима. Поэтому понимание повестки, с чем идет Путин в 2019 год, вполне логично получить от Медведчука. В том числе разговаривая с Медведчуком, особенно учитывая, что диалог с Путиным как-то в последнее время не ладится. И, наконец, еще один вариант, или же еще один резон, это уже экономический. Если ты знаешь, на каких условиях, либо по каким
элементом Россия будет идти на компромисс, и Россия будет идти на определенное урегулирование на Донбассе хотя бы, и когда, это значит, ты можешь скорректировать свои экономические планы, потому что в любом случае будет определенное время, назовем так, либо без власти, либо ограниченного участия Украины на территории, которая будет переходить из оккупированного статуса в статус подконтрольный Киеву, и в любом случае, любое мирное урегулирование, оно поставит вопрос о восстановлении экономики. И тут как раз таки возможность зарабатывать деньги. Это первый резон, он озвучен в первой фразе, но я не считаю, что он в принципе настолько ключевой. Второй резон это сугубо экономический, ну точнее экономическо-политический. Украина для Беларуси важна как компенсатор российского рынка, как определенный противовес. При этом схема начала работать в 2007-2008 году. И для Беларуси она достаточно успешно работала с различными режимами. При этом пытаясь найти своевременно, то есть до выборов, до смены политического режима, пытаясь найти контакты с возможным новым руководством страны. Заметьте, началась работа при Ющенко, после этого были контакты уже в 2009 году и с Януковичем, и с Тимошенко, причем достаточно близкие контакты и серьезные. В 2010 году начали активно работать с победившим на выборах Януковичем и в том числе с его новой семьей. После революции достоинства Беларусь, одна из первых международных встреч Турчинова была с Лукашенко. И после избрания Порошенко также одна из первых встреч была с Лукашенко. То есть Беларусь, она пытается предугадать, что будет, и пытается работать в том числе с теми элитами, которые могут прийти к власти. Если говорить о финансово-промышленных группах, естественно, тоже ставка сразу на несколько групп, чтобы иметь несколько точек влияния, несколько точек опоры в Украине и внутри на украинском рынке. 2019 год в Украине парламентские и президентские выборы. Я сомневаюсь, что тот же самый Лукашенко, он имеет какие-то, назовем так, иллюзии насчет того, что Медведчук может выиграть президентские выборы. Он достаточно трезво оценивает ситуацию, оценивает возможности пророссийских сил на президентских выборах. Откровенно пророссийских, я имею в виду, таких как силы, связанные с Медведчуком напрямую. С другой стороны, Медведчук вполне может иметь определенную фракцию в Верховной Раде. И понимая, и Медведчук, он будет проводить российскую повестку не только для своих сил, но и для других сил на украинском политическом поле весь год. И понимая, что будет происходить, каким образом Россия будет влиять на конфигурацию Верховной Рады Украины, пытаться точнее влиять, Лукашенко может попытаться предусмотрительно навести мосты, либо поконтачить, переговорить с нужными украинскими политиками. Это вполне возможно. То есть это первые два варианта. И наконец-таки третий, и на мой взгляд ключевой вариант, зачем Лукашенко контакты с Медведчуком. Для того, чтобы это понять, стоит вспомнить недавнюю историю. Помните, в украинских средствах массовой информации было достаточно много сообщений о том, что Россия запрещает поставки нефтепродуктов на территорию Республики Беларусь. При этом говорилось о возможном, в том числе, дефиците на украинском рынке, о том, что Россия давит на Беларусь и так далее. Но мало кто задал тогда вопрос, откуда эти нефтепродукты, откуда эти поставки вообще возникли. Потому что если смотреть предыдущую историю с начала 90-х, то Беларусь всегда была экспортером нефтепродуктов на территорию Российской Федерации. И только в конце 17-18 году она вдруг начала импортировать бензин, дизельное топливо, сжиженный газ из России просто огромными партиями, доведя, например, по бензину, дизельному топливу объемы до 2,1, по некоторым другим оценкам, 2,5 миллионов тонн. Для того, чтобы понимать эту схему, и причем здесь Медведчук, стоит обратиться к украинской прессе как раз-таки 16-17 года. Если вы помните, на тот момент Служба безопасности Украины на территории Украины начала массовые проверки нефтетрейдеров и трейдеров с сжиженным газом, которые напрямую торговали с Российской Федерацией. По странному стечению обстоятельств, после окончания этих проверок уже в середине 2017 года, или же после прохода пика этих проверок, часть трейдеров ушла с рынка, а на рынке остались только компании, которые в большинстве своем связывают как раз таки с Виктором Медведчуком. То есть по большому счету Виктор Медведчук монополизировал импорт нефтепродуктов и сжиженного газа напрямую из Российской Федерации. Смотрим на другую сторону границы. В это же самое время компания с очень интересным и долгим названием НЗНП Trade, которая через несколько фирм прокладок кипрских принадлежит жене Виктора Медведчука Оксане Марченко, она выигрывает тендер на разработку достаточно крупного
Гавриковского нефтяного месторождения. Это при том, что эта компания никогда раньше, никогда за свою историю не занималась добычей сырой нефти. У нее есть другой актив. У нее есть актив наш Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. И таким образом получается интересная ситуация, что на российской территории жена Медведчука добывает нефть, перерабатывает нефть, бензин, дизельное топливо, и в том числе с своих месторождений везет нефтяной газ, тот же самый сжиженный газ, а на территорию Украины эту же самую продукцию с одной стороны берут так называемых ДНР, ЛНР, а с другой стороны покупают на свободной части Украины трейдеры, связанные с Медведчуком. Такой себе небольшой семейный бизнес, благодаря которому, кстати, возможно, у Виктора Медведчука появились денежные средства для активной политической кампании, и в том числе для влияния на такие каналы, как News One, 112 и другие. Ну да ладно, причем здесь Беларусь? А вот теперь вспоминаем, что как раз таки в это самое время Беларусь резко начала закупать нефтепродукты России и в том числе перепродавать их в Украину. Кто этим занимался? Естественно, не Медведчук. Этим занимались те трейдеры, украинские и российские, которые не захотели, назовем так, работать в схеме кума Путина. Они попытались сохранить свой бизнес и для этого нашли хорошую лазейку. Лазейка имеет имя и фамилию. Это господин Гуцериев, российский олигарх, который имеет, ну, скажем так, очень сложную историю отношений с Владимиром Путиным. То есть в свое время он ходил под следствием, он вывел большинство своих активов в Британию и в Швейцарию. Кстати, это один из совладельцев крупнейшего нефтетрейдера Европы Glencore. Но как бы там ни было, сегодня значительная доля активов Гуцериева, живых активов, она находится в Беларуси. И Гуцериев, он старый друг Лукашенко еще с начала 2000-х годов, когда белорусский президент пытался ограничить рост влияния Владимира Путина, опираясь на таких людей, как, ну, естественно, уже упомянутый Гуцериев, а также Березовский, Ходорковский и Муравленко. То есть часть российских олигархов, которые в войне с Путиным потерпели поражение. Напомню, что в конце 90-х годов Лукашенко всерьез занимался интеграцией, действительно интеграцией Беларуси и России, рассчитывая подсидеть стареющего Ельцина. И в первые годы власти Путина он пытался заниматься тем же самым, но потерпел поражение, после чего для него независимость Беларуси это стал вопрос не только сохранения государства, стал вопрос в том числе личного выживания, потому что врага в виде кремлевского карлика он себе уже заимел. Ну, идем дальше. Итак, эти нефтетрейдеры, они договорились с Гуцериевым, Гуцериев вышел на Лукашенко, согласовали процент, как говорится, посреднический, в результате до 2,5 миллионов тонн нефтепродуктов потекли через Беларусь, где они оформлялись уже как белорусский товар и перепродавались на украинский рынок. Естественно, что в 2018 году, когда схема была прекращена, в украинской прессе возник вопрос, а что дальше? Ну а дальше, в принципе, все логично, и Беларусь могла и может закрыть эти объемы продукции своих нефтеперерабатывающих заводов, как она делала и раньше. То есть для Беларуси возможность немножко заработать пару процентов, либо пару десятков процентов, потому что Лукашенко все-таки человек, который любит откусить от контрабандных потоков. Для Беларуси возможность заработать энное количество денег, назовем так, на перепродаже российской нефти, это хороший плюс, но все-таки своя рубашка ближе к телу, поэтому для него намного проще загрузить собственный НПЗ, тем более, что не загружено порядка 70-80%, и получая большую маржу, получая большую прибыль, в принципе, продавать в Украине. Вопрос, зачем была эта схема? Эта схема была нужна в первую очередь как возможность заработать тому же самому Гуцериеву, который серьезно вкладывается в несколько важных для Лукашенко проектов. Таким образом, что мы видим? И вот по этой схеме мы видим несколько вариантов разговора Медведчука и Лукашенко. Реальных тем. Медведчук заинтересован в получении этого объема, этих 2,5 миллионов тонн, либо контроля над ними. Почему? Потому что когда разворачивалась эта схема, она разворачивалась для чего? Путин отдавал месторождение жене Медведчука, зачищалось поле внутри Украины для фирм, возможно, связанных с Медведчуком, как говорит украинская пресса, для того, чтобы Виктор Медведчук имел возможность финансово, в первую очередь, влиять на украинскую политику в год выборов. 2019 год, год выборов. Соответственно, недополученные 2,5 миллиона тонн нефтепродуктов, это примерно 800 миллионов долларов. То есть это весьма серьезная сумма, которая недополучена Медведчуком за год. Вот, естественно, за такую сумму можно поговорить и можно повести переговоры. То есть Медведчук рассчитывает на то, чтобы либо
войти в долю этих контрабандных схем, то есть получать свой процент, в обмен на то, что, например, Российская Федерация закроет глаза и вновь разрешит продажу нефтепродуктов Беларуси. Либо он заинтересован в том, чтобы Республика Беларусь отказалась от этой части рынка, не покрывая отсутствие контрабандных нефтепродуктов продукции своих нефтеперерабатывающих заводов. То есть, таким образом он сможет нарастить поставки напрямую из Российской Федерации. Но в обоих случаях вы понимаете, что Лукашенко, он делает определенные уступки. Возникает вопрос, что он может потребовать взамен, что Лукашенко может быть нужно взамен. На мой взгляд, Лукашенко взамен могут понадобиться несколько вещей. Первое, это Лукашенко может потребовать поставки сырой нефти на свои НПЗ по контрабандным схемам, в том числе с месторождений жены Медведчука. Это может быть напрямую сделано, может быть вариант второй. Это участие Беларусьнефти в добыче нефти на месторождении, которые принадлежат ООО, прошу прощения, что читаю, НЗРП Трейд. То есть фирма, которая принадлежит Оксане Марченко. Почему? Потому что данная компания, она никогда в своей истории не занималась нефтедобычей. Соответственно, во-первых, она не имеет специалистов, она не имеет оборудования, она не имеет опыта, она не имеет нормальных партнеров. Соответственно, Беларусьнефть, которая работает как раз таки в сфере добычи газа и нефти, она может стать таким партнером. То есть это может быть бизнес просто как контрактора, а это может быть вхождение в долю, в том числе, чтобы потом часть нефтепродуктов поставлять себе. Это тоже может быть то, что может потребовать Лукашенко. И, наконец-таки, третий вариант возможный, это обещание так называемой политической услуги. То есть тут возможно теоретически использование Медведчука для донесения определенных тезисов до Путина, именно тезисов Лукашенко. Но, честно говоря, я верю в это слабо. Почему? Потому что речь в данном диалоге Лукашенко-Медведчука сегодня, скорее всего, шла о краткосрочной перспективе, а именно о 2019 году. Лукашенко прекрасно знает, кто такой Медведчук, и Лукашенко прекрасно знает возможную цену его слова. То есть связываться в долгосрочные обязательства, взаимные обязательства политического характера, вряд ли для него интересно. Тем более, что несмотря на все конфликты с Путиным, как бы там ни было, он имеет каналы для донесения своих тезисов. Таким образом, как минимум, сегодня мы имеем, что с Медведчуком решается вопрос о контрабандных поставок нефтепродуктов на украинский рынок. С Медведчуком решается вопрос, по крайней мере, получения информации об игре Российской Федерации в украинском политическом поле. И вывод какой? Вывод тот, что в Беларуси действительно серьезно следят за событиями в Украине. И что-то мне подсказывает, что Медведчук не последний из украинских политиков, с которым формально, либо неформально, явно, либо тайно будут проводить встречи белорусские, либо Лукашенко, либо члены его команды. Потому что 2019 год, он важен не только для Украины с точки зрения выживания, он не менее важен для Беларуси с точки зрения выживания. При этом выживание Беларуси напрямую зависит от того, насколько успешным будет проект Украины. На этом, господа, у меня пока что все. Если видео понравилось, лайкайте, комментируйте, потому что в споре рождается истина. Естественно, подписывайтесь на канал. Всего вам доброго!